Всем привет! В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Июнь не скупится на теплые денечки, мы решили ему соответствовать. Потому каждая минута нашей телевстречи будет наполнена по-настоящему летней информацией. Интересные знакомства, полезные лайфхаки. Это все вы увидите сегодня. Подробнее прямо сейчас. Устцилимская помачка. Как готовят на Печоре традиционное крестьянское блюдо. Вперед к высшему образованию. В Коми началась приемная кампания. Коми-море. Водная гладь прекрасного озера. К рыбалке приходят по разным причинам. Для кого-то это один из возможных способов заработать. Некоторые таким образом отводят душу. А кто-то очень любит различные блюда и свежевыловленной рыбы. А вы знаете, что такое устцилимская помачка? Студия-11 продегустировала традиционную еду, которую готовили в больших крестьянских семьях на Печоре. Вот, пожалуйста, выбирайте себе на это самое покушать. Выбирайте, как им надо. Усть-Цилемы – люди большой реки. Вся их жизнь испокон веков связана с Печорой. Это и транспортная артерия, и кормилица. На столах жителей старинного русского села до сих пор самое главное блюдо – рыба. Наши ведь уже предки все время занимались рыбалкой. Я вот такой человек, я не мясной. Мне мясо не надо. А вот рыбу и молочную продукцию, это мне каждый день, чтобы на столе было, и не один раз. Когда мы ехали в Усть-Цильму, то слышали про помачку, потому непременно решили попробовать, что это такое, и узнать, почему так называется. Заглянули в родовой дом Сениных в центре села. Надежда Григорьевна Хозяинова угостила не только нас, но и внучку Машу, которая ни разу не ела традиционное крестьянское блюдо Усть-Цилемов. Напоминает оно рыбное пюре. Бабушка готовила в печи, у нас русская печка была. Секили, севушка, когда... А бабушка сегодня здесь сделала. Вот, значит, рыбка, от костей убирается все, картошечка добавляется, от ухи, которая тут, водичку наливается сюда, и все, мы больше ничего не добавляем. Но я знаю, что некоторые люди лучок там режут, да, маслица нам наливают, это уже другое. А мы ели всегда вот такое. Знаешь, почему помачка-то называлась? Не знаешь? Потому что макали хлебом. Вот брали. А так, культурно, не культурно, мы так делали. Берется хлебушек, берется вот так, помачка. Все, и... А когда еще горяченький, так... Ну что, пока все это блюдо не вымечено, бабушка не успокоится. Я мало любила такую помачку. Кстати, картофель в помачку начали добавлять только в 20 веке. Раньше его здесь не выращивали. А рыба для такого блюда шла любая. Как говорят усть-цилемы, печорская рыбка всяко боска, то есть хороша, вкусна. Июнь – горячая пора для выпускников школ, которые совсем скоро станут абитуриентами. Выберут программы среднего, профессионального или высшего образования. По всей России уже стартовала приемная кампания, но это ли не повод пригласить к нам в студию ректора одного из вузов республики? Приемная кампания началась 15 июня, довольно рано. И вот расскажите, какой процент школьников в этом году сможет поступить на бюджет? Ну, сегодня практически есть уже информация, которая по всей стране, так сказать, доведена. 64% выпускников школы этого года имеют возможность в нашей стране в различные вузы поступить на бюджетные места. Соответственно, за каждым остается право самостоятельного выбора. Ну, а если в одном вузе будет очень много претендентов, соответственно, надо выдерживать конкурс. И не надо забывать, что каждый абитуриент в соответствии с правилами приема имеет возможность, во-первых, претендовать в 5 вузов на 5 направлений. То есть, по сути, 15 заявлений, куда он может определиться, ну и, соответственно, уже следить за тем, как пойдет конкурсный отбор в соответствии с теми требованиями, которые предъявлены. Шансы довольно велики. Да, плюс безусловно, они, да. В этом году стали еще выше, потому что количество бюджетных мест, насколько нам известно, тоже увеличилось.
И вот по каким направлениям поступить будет легче? Сыктывкарский лесной институт получил на 120 мест больше, нежели бюджетных, нежели в прошлом году. На сегодня в институте 316 бюджетных мест. Это хороший показатель. Вопросы, которые связаны в нашей республике, 4 учебных заведения, которые как раз покрывают те профили производства. Это Ухтинский государственный технический университет, нефтегазовое направление. Соответственно, Сыктывкарский лесной – это леспромышленный комплекс. Опорный наш Сыктывкарский государственный университет и Академия государственной службы. Каждый имеет своего абитуриента. Ну и каждый получил контрольные цифры приема. Они достаточно большие для республики. Поэтому у выпускников нашей республики, близлежащих территорий, конечно, есть возможность претендовать в вузы у нас в республике Коми. Одна из форм подачи документов в вуз онлайн. Не влияет ли это на успех Ну что вы. поступления? Да. Ну, в век, когда с такой скоростью развиваются все цифровые, так сказать, возможности, безусловно, не влияет. Может быть, кому-то просто интереснее удостовериться, он принес документы, что их зарегистрировали, возможность побеседовать с членами приемной комиссии, ну, соответственно, получить какие-то ответы. Конечно, первое, вообще, бесспорно, пожалуйста, приходите, все приемные комиссии во всех вузах начали работать. Второе, есть специальная программа, через которую можно подать заявление, ну и спокойно среагировать, поскольку придет ответ, что заявление принято, все документы приняты. Можно почтой послать, соответственно. Все пути есть, ну и также точно удостовериться. Никто не отменил телефон, чтобы еще раз спросить, есть ли мое заявление. Любовь Александровна, что бы вы посоветовали абитуриентам при выборе специальности? Чем руководствоваться? Слушать свое сердце или все-таки смотреть, ну, скажем, на статистику, на более успешные профессии сегодня, ориентироваться на них? Понятно, что первый ответ был бы правильный. Слышать себя, что бы он хотел заняться и чему посвятить жизнь. Если просто абы поступить в вуз, может оказаться буквально через несколько месяцев непонятно зачем, нужно ли. Ну, а дальше пойдут разочарования, соответственно, отчисления, еще поиск себя. Поэтому, конечно, надо решать этот вопрос раньше. И, наверное, сейчас, именно в июне, не совсем правильно его решать. Надо было решать в сентябре месяце последнего года обучения в школе, потому что начать готовиться к единому государственному экзамену, что сдать. Если сейчас метаться, куда бы я еще пошел, где какой конкурс, ну, это, наверное, будет неправильно. Получится все-таки чаще ошибки, чем правильное решение. Если каждый подаст в 15 вузов и везде займет очередь, в кавычках, конечно, да, он может запутаться, где какой конкурс. Да? То есть, он, конечно, можно посмотреть, вот сюда прохожу, сюда не прохожу. Труднее будет в августе месяце принять решение. Если проходит на несколько направлений подготовки, что выбрать? Да? Здесь, конечно, надо будет и посоветоваться, и поговорить. Ну, такой разрыв, например, пойду в медицинский и пойду на лесное дело, наверное, совсем неправильно. Да? Хотя могут иметь желание, ну, и то, и другое. Спасибо большое вам за этот интересный разговор. Уверена, всем выпускникам стало намного понятнее. Спасибо. Пожалуйста. Наша республика – удивительный край, богатый самыми отзывчивыми людьми и природными красотами. Любо-дорого смотреть на видео, которое передает все великолепие нашей с вами Родины. Потому прямо сейчас отправляемся на Коми-море, озеро Кадам.
Если вторник вдруг не задался, хотя я надеюсь, что это все же не так, у меня есть отличный лайфхак. Нарядитесь. Красивая одежда способна в лед поднять настроение. Облачайтесь в любимые вещи, не забывайте головные уборы и вперед покорять мир. Берите пример с этих милых лягушек. Половина информации со знаком «плюс» уже украсила ваши телеэкраны. Но мы-то еще не закончили. Увидимся буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь. И снова здравствуйте! Это «Студия 11». Если вы пропустили первую часть нашего инфозабега, не расстраивайтесь. Наверстать упущенное можно на сайте нашего телеканала. Ну а мы продолжаем. Вот что ждет нас через мгновение. Тепло севера. На то мы и северяне, чтобы летом о валенках помнить. Денискины рассказы. Сцена Дома культуры Зеленца впала в детство. Вросший ноготь. Предотвратить проще, чем вылечить. Летом вся теплая одежда отправляется в отпуск. Вот пуховик беззаботно висит на вешалке в шкафу. По соседству с лыжами и коньками где-то на антресолях отдыхают зимние ботинки. Да и валенки перемещаются подальше от входной зоны коридора. Кстати, убирать валенную обувь нужно как минимум для того, чтобы защитить от моли. Поместите ее в плотный пакет, а в саму пару не забудьте положить душицу или антимольное средство. Еще немного о валенках в нашем следующем материале. Народ отвык от валенок, а это же самая хорошая обувь, в которой ноги не потеют, которые ноги дышат, и которые лечат даже, да. Лечебные свойства валенок ценили даже цари. Петр I, например, изгонял похмелье тем, что надевал валенки на босу ногу и съедал тарелку кислых щей. Раньше валенки могли себе позволить только зажиточные люди, но с появлением фабрик это стало поистине народная обувь. В республике Коми есть село, где в доме у каждого пара валенок, а то и не одна. Это Выльгард. Валярская фабрика – одно из старейших предприятий Республики Коми и Сыктывдинского района. Существует она с 1946 года. Валенки начали выпускать сначала в маленьком цехе единичными парами. Затем все эта продукция стала востребована, так как зимы холодные. И все это преобразовывалось, улучшалось. Полностью был сначала ручной труд, затем немножко модернизировался, и сейчас уже мы дошли до крупных размеров. И у этой фабричной эволюции есть двигатель – Александр Шкодник. Вот уже 44 года они неотделимы друг от друга – фабрика и ее руководитель. Молодым парнем после армии пришел сюда Александр Михайлович и сразу на место директора. Вот только хозяйство ему досталось хлопотное. Фабрика до этого 20 лет не выполняла план. Пообещали мне, что если будет выполняться план, все будет хорошо. Ну и я рискнул, согласился. Фабрика, конечно, была очень много ручного труда. Ну и как механик в первую очередь занялся механизацией, наведением порядка. И буквально за пару лет фабрика стала выполнять план, вышла, по сути дела, в передовые. И мы так и работали, по сути дела, наращивая объемы ежегодно все советское время. Выльгардские валенки всегда ценились за высокое качество. Еще до перестройки здесь привыкли работать по жестким стандартам и ГОСТам. Так работают и до сих пор. У нас же все-таки машинное производство. У нас качество совершенно не то, которое продается на рынке. Там же они очень мягкие и форму не держат. А у нас же валенки по технологии у нас идет... Мы можем хоть 5 лет, они формы у нас не потеряют. Машины, конечно, упростили жизнь фабричных работников, но процесс изготовления валенок по-прежнему кропотлив и сложен. Не придумали еще роботов, которые смогут в этом деле заменить человека.
Ирина Белова порхает между прессами, но легкость обманчива. За смену норма у нас 150 пар, то есть 300 штук самих конусов. Сложность состоит в том, что нужно постоянно, чтобы были они одинаковые по весу, по длине, потому что от этого зависит следующий размер наш. Мой личный рекорд 220 пар за смену, то есть 440 штук конусов. В год здесь производят 70 тысяч пар валенок. В Коми остается лишь небольшая часть, остальное разлетается по всей России, от Москвы до Дальнего Востока. Специальный репортаж «Тепло севера» смотрите сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. Цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы» сразу полюбился читателю, причем и маленькому, и взрослому. Для родителей эти страницы стали проводником по детским воспоминаниям о детях. Дети представляли себя тем самым Дениской, мальчиком с богатой фантазией, пытливым умом и неуемной энергией. Совсем недавно в Зеленецком доме культуры показали спектакль с одноименным названием. Сегодня у нас в студии режиссер, студент, выпускник Валерий Толмачев. Валера, привет. Да. Привет. Как вообще пришла идея поставить такой спектакль? На самом деле задумка была уже давно. Изначальной задумкой была у меня такой – поставить водевиль. Водевиль, буфонаду, дедушкины попугаи. Мы однажды ставили, дипломный был у нас, так сказать, спектакль в гимназии искусств, когда мы выпускались, и хотелось очень повторить. Уже на свой лад, и уже начали что-то делать, какие-то первые сцены, но так получилось. Вообще водевиль, по сути, жанр, он сложный, и я подумал, все-таки у меня дети, молодежный театр, это 9 класс, 7 и так далее. Им будет это сложно. И думаю, нужно что-то такое простое, легкое для восприятия, для зрителя, потому что будут смотреть зрители именно категории дети, да, и чтобы им было просто. И за короткие сроки поставить. И сижу, и как-то мне вот случайно попалась, вот группа была РДШ, и там студенты, не помню какого вуза театрального, ставили Денискины рассказы по мотивам Драгунского. Я думаю, ну ничего себе, здорово, так легко и просто. И я вспомнил то, что в начальном классе мы когда-то читали, мне так понравилось, очень круто. И думаю, айда тоже. Почитал рассказы, выбрал какие-то сюжетные интересные линии, да, из рассказов. И составил тем самым сценарий, и мы начали работать полноценно. Сценарий вы сами писали, да? Какой-то момент подстроили под себя. То есть исключительно половина сценария — это наш. Такой еще вопрос. Актерский состав, вот группа, откуда были ребята? Актерский состав — это абсолютно ребята, вот простые ребята, да, обычные простые ребята, которые не занимались до там актерской деятельностью, каким-то ремеслом, художественным словом, сценической речью и прочее, сцен-движения. Это обычные ребята со школы, которых я заинтересовал, я пришел и сделал агитацию в школе. Говорю, вот я хочу открыть молодежный театр, ребята, кто хочет попробовать себя в чем-то новом. И пришли ребята, и мы начали с ними продуктивно работать. За какой период вот вы поставили этот спектакль? Вот если честно не соврать, 9 класс у меня, и у них экзамены, выпускные, последние звонки и так далее. То есть пришлось ставить за краткие сроки, потому что у меня какие-то дела, учеба, поступление и прочее. За месяц поставили мы спектакль. Самые сложные какие-то моменты были? Вот чего прям тяжело удавалось? Самые сложные моменты — это в первую очередь подача, посыл, вот какие-то моменты из актерской деятельности. Это очень сложно детям донести. Вот если они заучили текст, да, определенно, как они хотят, они вот сколько ты ни работай, очень долгий этот процесс, они все так же, как об стенку горох. Вот все так же твердят на своем. Очень сложно было работать в плане сценической речи, потому что где-то пауза не та, где-то тут, где-то посыл и так далее. Да, то есть и оценки, они... Очень сложно было работать над мизансценами в первую очередь. А куда-то выезжаете еще за пределы вот Зеленца? Есть планы на будущее? Да, сейчас вот планируем в сентябре месяце, если
получится съездить на фестиваль в Обьячево. Да, вот театральный фестиваль, показать этот спектакль. Но я думаю, что зрители были довольны, артисты, актеры тоже, режиссер тоже по улыбке, я вижу, доволен. Спасибо огромное, что пришел к нам в гости и рассказал о подготовке к этому спектаклю. Спасибо вам. Легкая походка – это история не только о хорошем настроении. Здесь огромное значение имеет и здоровье ног. Вросший ноготь – явление распространенное. Он может появиться у кого угодно, независимо от пола и даже возраста. Продолжит тему специалист. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как вросший ноготь. Вросший ноготь или онихокриптоз – это давление ногтевой пластины на боковые валики, на мягкие ткани большого пальца. Первая причина – это неправильно подобранная обувь, такая как туфли с узким носом, каблуки, либо плоская обувь, как балетки или кеды. В основном такая проблема появляется у подростков. Вторая причина – это неправильное подстригание ногтя, когда при подстригании остаются зазубрины или шипы от ногтя, которые впиваются в мягкие ткани. Третья причина – это потливость стоп, что приводит к появлению инфекции из-за недостаточной гигиены. Четвертая причина вросшего ногтя – это деформация стопы, такая как плоскостопие, халюс вальгус или стопа Тейлора. Пятая причина – это ношение утягивающих колготок. Шестая причина вросшего ногтя – нарушение обмена веществ или кровообращения, либо у людей с сахарным диабетом. Следующая причина вросшего ногтя – врожденная форма. И последняя причина – это излишний вес. Чтобы бороться с такой проблемой, как вросший ноготь, надо устранить причины. Сегодня мы поговорим о том, как правильно стричь ногти. Правила постригания ногтей. Первое правило – свободный край должен быть не менее 1 мм. Это окантовка. Свободный край должен быть не более 2 мм, то есть такими длинными ногтями нельзя ходить, и не менее 1 мм. Второе правило подстригания ногтей. Ноготь не должен пересекать окантовку, чтобы не было присоединения инфекции. Так неправильно. Третье правило – нельзя состригать углы. Вот так, такой овал тоже нельзя делать. Четвертое правило – ноготь со 2 по 5 палец должен стричься по форме пальца. Если форма пальца такая, то ноготь стрижется по форме пальца. Подпиливается вот так, не пересекая окантовку. И самое главное правило, что углы обязательно должны быть скруглены. Не должно оставаться острых углов, например, как на этом ногте. Таких шипов быть не должно. Рекомендации. Как сделать так, чтобы у вас не появился вросший ноготь. Раз в неделю обязательно подстригайте ногти по прямой линии и пользуйтесь пилкой для скругливания уголков. Второе. Делайте ванночки для стоп с морской солью 1-2 столовые ложки на литр воды раз в неделю. После ванночки прочищайте свободный край и углы от грязи деревянной палочкой. Пользуйтесь маслом для ногтей и кремом для стоп. На этом у меня все. Ловите каждое летнее мгновение, радуйтесь солнцу и белым ночам. Меня зовут Андрей Кабишев. Пока!